Друзья, всем привет! Сегодня у нас на календаре 30 июля. Дождя нет сегодня, уже неделю где-то льют дожди. Последние 2 дня просто поливало ливнем. И сегодня мы собрались в лес за ягодами. Скорее всего, я так думаю, выросли и грибы, потому что намочило неплохо. Вот у нас картошечка уже по пояс. Практически вот этот сорт у нас по пояс, ну разные, всяко разные, что-то меньше, что-то больше. Елена Геннадьевна вот быстренько убежала, не хочет показывать свое личико, как Гюльчатай. Туман в предвкушении прогулки, да, Туманчик? Пойдем в лес, прогуляемся? Прогуляемся, Туманчик, в лесу, да? Прогуляемся. Роман там ждет уже в машине. В общем, у нас сегодня очередной выезд в лес. Белый нас провожает. Да. Пойдем прогуляемся. По плану собрать немножко черники. Увидим, соберем грибы. Увидим, соберем шишек. Это все у нас будет происходить до обеда. Пообедаем и вечерком, возможно, если успеем, еще сгоняем с Романом на рыбалочку. Соскучился уже давно. Давненько уже не был на рыбалке. Все, погнали. Бригада ух. Да пошли. О, какая большая сегодня у нас бригада. Дружной толпой идем в лес собирать дары леса. Вон, видим, уже подоспел шиповничек. Краснеет брусничка. Вот брусничка, пожалуйста, вот она. Вот она такая вот брусничка. Ну, для брусники еще немножко рановато. Ну, а для черники уже в самый раз. В прошлый раз, когда с Ромкой собирали чернику дома вечерком с молочком, очень вкусно все поели. Вот и первый грибочек. Но мы его возьмем, наверное, на обратном ходу, да? Сейчас пока не будем. Первый грибочек. Вон второй, вон третий. Так что сегодня еще и грибочки вон мы видим. 3 грибочка уже выросло. 3 грибочка. Это только мы вошли в лес. А это значит, что возможно найдем еще что-нибудь. Так что сегодня у нас опять будут жареные грибочки вечерком. Ну и, конечно же, черничка. Все, потопали. Ну вот и первые кусты черники. И сегодня мы собираем комбайном. Кто говорит, что комбайном портится кустарник, если ягода спелая, ничего, что руками, что комбайном ничего не портится. Граблями может быть и то не очень, если она спелая. А так вот придерживаешь вот так вот. Вон, раз. Если комбайн правильный, то куст идет через вот эти прутья. Ягода падает сюда, крупный лист остается здесь, вот этот комбайн такой. Мелкий мусор выпадает здесь. И все четко, куст вообще не повреждается. Рукой ведь когда дергаешь, точно так же. Даже бывает вот руками когда дергаешь, больше кустов отрываешь вместе с ягодами. А так кустики проходят аккуратно между прутьев. Ягода вся падает в комбайн. Вон, кустик невредимый, ягода вся в комбайне. Как-то вот так. Ну и потом, как вот собрали, раз. О. И закрыли обратно. Вот такой вот удобный чудо-комбайн. Комбайн-самоделка, точная копия комбайна советских времен. Девочки у нас пошли подальше. Вот они в лесочке там прячутся от камеры. Я не знаю, будут не будут все собирать ягоды, но от камеры прячутся.
Ладно, мы нашли здесь первые кустики. Не будем проходить мимо, соберем и пойдем дальше. Вон, нормально, крупная ягода, что. Туман уже поднял одного рябца. Слышал шум крыльев и побежал куда-то за ним. Лая, по крайней мере, не слышал, но и не надо приучать. Если будет гоняться за рябчиками, это хреново. Пусть лучше он за ними вообще не гоняется. Все. Приступаем к сборке ягод. Как-то вот так. Вот у нас уже где-то с пол-литра ягод уже есть, дно закрылось. Местами не везде, конечно, но ягода есть. Вот тут типа болотца, оно, правда, подсохло. И вдоль болотца на качкарниках вот тут старый выруб. Можно. Прошлый год здесь вообще ягод не было. А сей год нормально. Что-то можно будет собрать. Продолжаем сбор ягод. Вот, друзья, вроде иду. Везде как бы болотистая местность. Мох. Вот, кстати, вот такой мох применяют при строительстве жилья. Ставят между бревнами. И тут бац, вот такой островок полностью усеян черникой. Мы, конечно же, не оставим его. Собираем. Вот у нас уже пару литров есть ягод. Если полная наберушка, где-то получается около пол-литра. Я обычно, если ягода есть, собираю полную, а допустим собрал вот этот участок, вот так вот, одной рукой придерживаем, второй, вот если застряло, не дергаем с дури, все освобождаем, и куст целый полностью. Конечно, если бы я сейчас вот выдернул вот так, выдернул бы вместе с кустом. Надо чувствовать просто, чувствовать, что ага, застопорилось, куст придерживаем и вытаскиваем чисто ягоду. Куст остается на месте. В общем, что руками, что комбайном, надо чувствовать, чтобы не рвать кусты. Можно и руками с дури все порвать, а можно и комбайном собрать аккуратненько, не нанося урона кустарнику. Все. Островок собрали за 5 секунд. Идем дальше. Вот хороший мох для строительства. Вон. Опять видим вот участочек усеянный ягодами. Дальше вот как бы нет, а вот здесь возле пенька вот на границе болота и леса. Вот участок. Наберушечку я здесь соберу легко. Ягода не очень крупная, средняя, но это ягода. Так что продолжаем сбор ягод. Что, вы так и собираете? Мы присели
Что, устали что ли? Какая береза, смотри, вот. Видишь, что? Какая береза? Левее. Это не береза вообще-то, это осина. В смысле, Это вы сели и любуетесь на этот рисунок? Ох вы извращенцы. в смысле осина, это же береза с белыми пятнами. А? Это же береза с белыми пятнами. Ты сколько классов закончила? А? Так она с белыми пятнами. Сколько классов закончила? За 9. Лена, вон, посмотри, вот там береза. Это береза. Вот это вот береза. Это вот береза. А вот это вот далеко не береза с белыми пятнами. Это осина, Лена. Она же с черными пятнами. Ну где ты бересту видишь с черными пятнами? Это осина. Это вы на это любуетесь, да? Сели главное и любуются. Аж отдохнули, ягоды прозабыли, а? Что, много собрали, нет? Вы что делали-то? Отдыхали, сидели. Вы что делали-то? Вон ягоды висят. Собирайте. Ягоды милости какая-то. Это вы втроем только вот 3 литра собрали? Да, ну-ка, вот ты сколько собрал? Так, ну ты ж комбайном собираешь. ну. Так у вас тоже комбайн есть? Мы-то руками. Я тоже руками собираю, вон. Угу. Видишь, у меня... Я вот просто этот комбайн ношу как это, ну... Как кружку, поберушку. Вот, допустим, раз, она берет, допустим, вот осталось раз, собрал руками и сюда комбайн складываю. Где-то черпанул, где-то осталось, раз, и руками Ну все, сюда складываю. 5 литров варенья есть. Что вам надо? 4 ведра есть? Вот 4 ведра надо наполнить, и потом пойдем домой. У меня столько сахара нет. Ты правильно, смотри, вон. Она, ты собираешь, она в рот. Я покажи язык. Ой, кто же? Ну-ка, покажи язык. Ну-ка ты. Ну, и видно, кто больше всего собирает. А ты покажи язык свой. Вот такие вот у нас сборщики. Ты чё? Передавай привет. Наконец-то тебя увидели зрители канала Коми Рыбак. Папа, нет! Что, Елена Геннадьевна? Все ягоды собрала. Помнишь, Оль, как-то собирали, нас какая-то собака опрокинула ведро ягод прямо на асфальте. Вон, 3 ведра. Из 3 ведер. Так, сколько? 6, 5. 5 литров вы собрали. Но у меня литра 4, наверное, где-то есть тоже, да? Если бы. Ну-ка, так. Аккуратнее грибы сломаешь. Сломал. На, держи. Так, шапку же всего лишь. Тоже 5. У вас как бы больше, да, чуть-чуть? Чуть-чуть, да. На пол-литра где-то больше у вас. Ну, у вас 3. У меня где-то 4,5, наверное. Но по большому счету ведро грибов мы сегодня собрали. Ой, ведро ягод, вернее. Роман решил кучу, чтобы сказать, что вот вместе собрали почти ведро. Ну, теперь девочкам есть работа перебирать. Едем домой. Ты обедаем. еще не ходил. А, точно. Сейчас, друзья, пойдем сходим. Там у меня грибочки есть. И старый сломанный комбайн, который... Поехали. Может, ты будешь снимать меня, нет? Так иди, да, снимай, в прошлый раз боковую снимали. Да. Ну, Так, ладно, возьму на берушку. Только не рассыпьте, пожалуйста, ягоды. Надо ее на этот пересыпать круглую, да? Да что ты пересыпать будешь с места на место, менять ягоду хорошую. Так, держи в руках, да и все хорошо. Пойдем. Маме дай, вот пусть мама держит. Тут я видел грибочки. В прошлый раз с Романом мы не заметили. Вот здесь огромный гриб. Где-то я видел. Вот он. Вот он какой большой. Он уже, конечно, уставший. В прошлый раз мы просто его как-то прошли. Или он вырос просто так быстро. Тут мы тогда нашли вроде бы 2 грибочка в траве. А этот как-то не заметили.
Сколько прошло? Дня 3-4, не больше. Вот. Сейчас нам надо собрать те грибочки, которые мы заметили, когда шли собирать ягоды. Если сейчас я еще их найду. Могу и не найти. Они могли спрятаться куда-то уже. Вот один. Вот один грибок нашел. Ладно, дома разберемся. Сегодня красноголовиков нету. Одни подберезовички. Вот второй. А вот этот я и находил. Вот. Похож на белый гриб даже чем-то. Ладно. Дома разберемся. Вот третий грибочек. Вернее, уже пятый он получается в нашем арсенале. Пятый. Вон еще два грибочка. В прошлый раз, когда с Ромой ходили, собирали, вечерком пожарили. О, этому все. Этому конец фильма. Ладно, на всякий случай возьмем. Ну, пока резать не будем. Дома разберемся. А ножкам хана. Ну все, где-то еще один видел. Так. Пока все. Так, пойду я. Где-то оставлял комбайн. И шишка одна кедровая. Нашли шишку целую. Вот она. Наша шишка. Кедровочка ее уронила. Но не подобрала. И вот наш комбайн, который старенький, который сломанный. И Рома сказал, что там внутри грибочек. О, вот такой вот красноголовичек, ножка и шляпка вот такая. Дома разберемся. Вот это самодельный комбайн, но он сломался, вот ржавенький уже, лежал в сырости. В сарае я его нашел, и он не очень такой комбайн, я бы сказал, он все уже прогнивший. Отремонтировать еще можно. А вот этот комбайн, вон, покажу поближе. Он вообще отличный. Вот. Ровненькие зубья. Ягода сюда проходит. Мелкая остается. Мелкую он не берет. Крупный мусор, листья, трава, это все здесь остается. Потом просто рукой вот так раз убираешь. А мелкий мусор, иголочки, все сыпется здесь вот. Ягода практически, ну, мусор есть, конечно, но почистить можно. Очень удобный. И тут вот такая вот защелка. Где-то пол-литра примерно помещается. Очень удобно. Вместо наберушки можно раз. Собрал ведро для ориентира. Поставил где-то посередине и ходи вокруг него. Ну вот, в принципе, и все. Сколько мы собирали? Часа полтора, наверное. Не больше, максимум. Грубо говоря, ведро ягод вчетвером мы собрали. Это получится несколько банок черничного варенья. С молочком можно будет поесть. День удался, и это еще не все. Если вы смотрите эти кадры, значит, следующий фильм будет о рыбалке. Я хотел все сделать в одном фильме, но так как уже слишком долго, значит, нет. Если вы смотрите эти кадры, то следующим роликом будет фильм о рыбалке. Значит, рыбалка получилась, значит, рыбалка удалась, и это будет все отдельным роликом. Так что до следующего ролика, который будет про рыбалку. До встречи на канале Коми Рыбак. Всем пока. Друзья, это еще не все.
Девочек оставили с ягодами готовить обед, а с Ромкой решили собрать, пробежаться вдоль, ну тут недалеко вокруг деревни, собрать грибы. Вон, друзья, нашел вот такой вот гриб подосиновик. Иду и, как видите, улыбка на лице. Такое бывает редко, тем более только-только начался сезон грибов. Смотрите, друзья, какая красота. Вот раз красноголовик, 2, 3 рядышком. Раз, два, 3. Он дальше идет 4, 5, 6. Вот 6 красноголовичков я уже вижу. Так, давайте соберем их сразу, пока не потеряли. Вон. Так, сидят крепко. Ладно. И говорят, выкручивать надо. Вон. Нет, все-таки лучше, я так думаю, резать. Все-таки думаю, лучше резать. Потому что вон такая красота. Раз. Два. Три. Ой, еще какой малюсенький здесь рядышком. Вон, друзья, 4 и 5 вот такой вот малышочек рядышком. 4, 5. Вот. 6. 7. Вот такое семейство красноголовичков. Свеженьких, они только-только сегодня вышли. Так что не зря мы вышли с Ромкой на прогулку. Это уж точно сегодня будет у нас вечером вкуснейшая зырежка и свежих грибов. Ну что, ну тогда мы еще поищем. Вот взял такую шляпу и тут, а тут рядышком оказывается вот такие красноголовички. Здорово. Пошли дальше. Так. Хожу вдоль по опушке, ну, край леса, вот тут этот свежий лес вырос. Уже поля зарастают. И тут вот лужок. И вот на такой границе, получается, у нас растут такие красавцы грибы. Вот спрятался еще один гриб. Ну, кто первый заметит? Вот он. Вот он, красавчик. Вот он растет. А издалека практически незаметно. Но я его заметил. Так что полезай, дружочек, в кузовочек. О. Вот так вот. Еще плюс один. Но этот почему-то один. Вот я сейчас глянул. Здесь вокруг больше не заметил. Почему-то он один растет. Ладно, идем дальше. Так, вот, друзья, еще один красавчик. Вот он, вот он, вот он, вот он. Вот он, крепышочек. Мы его заметили. Ох, красавчик, красавчик. Вот такой вот красавчик. Полезаем в кузовочек. Отошли немножко в сторону. Видели вот грибы старые, типа вот этих. Или он не старый? Старый. Шляпку берем
Ножку оставляем. Так. Вот такая вот поляночка здесь. Раньше в совхозные времена были грядки. Сажали капусту, отец говорил, парники всякие. Теперь это все заросло уже. И вот такая вот опушка лесная получилась. Вокруг стоит лес. Болото. И вокруг луга есть грибы, как видим. Давненько я сюда уже не ходил. В детстве частенько бегал сюда по грибы. Далеко не уходил, далеко было страшно, а поблизости в округе все обходил. Собирал потихоньку. Вот решил проверить детские места. Немного отошел от деревни. И как мы видим, не зря. Вот, друзья, как раз дошел до того места, где были совхозные грядки. Это все сейчас, конечно, поросло уже вот осиной. Вон, не знаю, видно, не видно. Вон, типа окопов. Вон. Раз, два, грядка 3, 4, 5, 6. Вон 7, вон какая ель уже большая выросла. 8, вот она ель. Вот здесь хорошо вот видно. 9, 10. Вон с одной стороны 11, 12. Там дальше идет 13. И вот с этой стороны идет то же самое. Вот они метров 10-15 длиной. А тут были совхозные грядки. Сколько лет прошло? Может 60, может 70, не знаю. Все заросло осинником. Когда я был мелкий, эти грядки виделись еще отчетливо. Теперь вот прошло уже сколько? 30-40 лет. И все заросло вот осинником. Уже елки выросли. Вот здесь. Сейчас выросла трава. Вон. И ничего уже не видно. А по весне идешь, тут четко, отчетливо видно. Эти грядки вон везде идут. Не знаю почему здесь. Видимо, здесь земля была плодородная. Вот начинается вот отсюда. Вот отсюда. И пошли вот грядки по обе стороны. Слева, справа. Там дальше вроде бы. Мы тут с детства ходили как бы недалеко. Тут такая низменность. Лужи, и весной вот садилась утка, караулили уток, как бы и недалеко от дома, и вполне продуктивно. Иногда бывало до 10 уток, утро-вечер посидишь, то есть наоборот, вечер-утро, и до 10 уток бывало. Ну, когда как, когда 5, когда 3, когда и... Ну, пусто очень редко было. Вот такой вот лес уже вырос на месте, на том месте, где когда-то люди выращивали, я не помню, капусту, наверное, может быть, морковку тоже, свеклу, не знаю. Но отец говорил, что здесь вот именно были грядки, парники и все такое. Раньше совхоз гремел, а теперь все угасло, все потухло, все рушится, все зарастает. Хоть грибочки есть, и то хорошо. Вот грибочку мы немножко пособирали. Вот он, друзья, вот он. Вот, пожалуйста. И грибочки. Вот это раз, два, 3, 4 там мухомора. А вот эти 2 красавчика. Вот так вот. Вот этот вообще малышочек, красавчик. Вот такой вот дружочек-малышочек. И вот этот великанчик. Так, вот я, пожалуй, не будем ломать. Сидишь ты крепко. Мы тебя, наверное, вот так вот отрежем. Так, там рядом еще есть? Нет? Вот. С собой разберемся дома. Возможно, ты червивый. Но это дома разберемся. Если что-то негодное. Коровы тоже очень любят грибы. Так что все очистки от грибов отнесем корове. Она полакомится. Вот дошли вот лесочек и сразу 2 грибочка. Смотрим еще. Кедровки кричат. Вот волнушечка.
Ага, волнушка, но мы одну ее не будем собирать. Ладно, понимаю, было бы ведро волнушек. Так что грибы потихонечку уже повыходили. Так что можно попробовать сходить даже и за белым грибом. Может быть, повезет. И насобираем на прошлогоднем месте белые грибы. Но это уже надо ехать. Надо ехать на речку. Вот, как мы видим, следы деятельности человека. Вот. Какой-то железный лист здоровый на нем уже растет. То ли это от... не знаю что, но что-то есть. Вон. Что-то есть, обшивка от чего-то. Так, что-то мы не туда пошли. Ладно, друзья. В общем, пошел я искать Романа. Роман по ту сторону дороги ходит. Вон опять железка какая-то. Мне кажется, здесь походить с металлоискателем много. Можно много чего интересного найти. Вон проволока. Пошли найдем Романа. Глянем, что он собрал. И домой пообедаем. И поедем на рыбалку. Вот он, наш сборщик грибов. Сидит в машине в телефоне. Я уже 2 кругаля дал и по ту сторону дороги, и по этой стороне дороги. Вон такие 2 больших гриба нашел. Не знаю, целые, не целые. Но закинул. Васильевна разберется, что там да что там. Может и достанет оттуда. Сейчас посмотрим, что у Романа. Что, Роман, нашел что-нибудь? Нет. А? Нету ни одного. Ни одного даже не нашел? Да ладно. А? Даже гнилых нету. Не знаю. Я вот нашел. Плохо искал. Что, серьезно не нашел? Нету. Обалдеть. До карьера доходил, тут потом обратно все возвращал. Я тут сейчас 2 больших вот этих нашел. Вот так вот мы и собираем грибы. Грибник из Ромки так себе получается. Сейчас посмотрим, пообедаем, какой из него рыбак. Что, поедем? Как Рома сказал, сегодня свежей рыбы у нас дома нету. Что за фигня? Так что попробуем сегодня поймать свежие рыбки. А то с этим сенокосом у нас ни рыбалки, ни грибалки, ничего нет. Ягоды сегодня собрали, грибочков насобирали. Осталось, Роман, что? Рыбы наловить. Рыбки поймать, все верно. Так что следующая часть у нас будет рыбалка. И мы это увидим.